Добрый день, мы в эфире. Сегодня мы в пожарной части. И нам расскажет, что здесь происходит, депутат Якутской городской думы Павел Петров. Павел Петров, что сегодня здесь? Я хочу рассказать вкратце, начну с истории. 16 мая этого года двое детей, переходя через озеро Соленое, естественно, упали в воду. Проходящий мимо житель, увидев это, сообщил сразу нашим спасателям. И вот наших четверо героев, которые сразу оказали первую необходимую помощь, выехали, оказали первую необходимую помощь тем детям, которые попали в трудную ситуацию. Дети были спасены, они находятся сейчас в добром здравии, и до приезда спасателей они оказали первую необходимую помощь. Ну а спасатели, соответственно, подъехали и отвезли детей в медицинское учреждение. Ну а какие при этом испытывали они эмоции, я думаю о том, что они расскажут сами. Но мне бы хотелось сказать два слова. Что этот героизм, он всегда будет присутствовать нашим российским гражданам. Особенно тем, кто находится на службе и в погонах. Люди всегда знают о том, что помощь придет, и она придет очень быстро. Ну, все-таки, как это произошло, и это было во время несения службы, или это гражданская обстановка? Да, мы находились на дежурстве 16 мая. Поступила команда на ПСЧ, на пункт связи части номер 3 от СППС города Якутска на отправку одного отделения на озеро Соленое по Намскому тракту. Поступила команда, что там провалились дети под лед. По прибытию к месту вызова я дал команду пожарному и водителю проложить две лестницы, которые у нас находятся, лестницу штурмовку, лестницу палку по льду, как можно ближе к детям. Одному пожарному дал команду достать спасательную веревку, разматывать для того, чтобы попытаться достать детей. После того, как лестницы проложили, мы сделали небольшую переправу из подручных материалов, которые нашли, там доски, бревна, все, что было рядом. После этого водителю дал команду пройти вперед по лестницам, потому что он работает без боевой одежды, соответственно, вес у него меньше, снаряжение. Дал ему команду, с веревкой он туда прошел. Одной веревкой мы его страховали, я стоял на второй лестнице недалеко. Пожарные Синяков и Газиев его страховали с земли. Все, мы сначала вытащили одного ребенка, после чего начали вытаскивать второго. Второй провалился под лед, мы его уже, ломая лед, его дотащили. Ну и как только мы вытащили детей, сразу приехала служба спасения, мы им передали на обогрев для доставки в службу 03. Вы так говорите, команда, это что означает? У вас какое-то подразделение было? Да, конечно. Как его зовут? Как только поступает вызов на 01, на центральный пункт пожарной связи, вот именно сюда, на Дзержинского 35, они отправляют отделение из одной из частей, чей-то район выезда. Соответственно, микрорайон Марха — это наш подрайон выезда, пожарно-спасательной части номер 3, и мы проследовали. Как вас зовут? Меня зовут Халин Григорий Игоревич, начальник КРУ пожарно-спасательной части номер 3. А вот хотелось бы узнать, да, я так понимаю, проезжала машина в районе Марха, увидела детей, вам сообщили, я правильно вот так вот? Вы туда прибыли и как по-вашему, ваш командир правильно оценил ситуацию и вы произвели те действия, которые произвели? Ну, у нас в нашем подразделении идет сменная караульная служба, и тем самым у нас важный такой идет момент, что мы работаем по караулам уже достаточно большое количество времени, и тем самым мы уже друг друга понимаем с полуслова и работаем очень слаженно. Это очень важный момент. И по прибытию к озеру Соленому было очень оперативно все среагировано. Тем самым я считаю, что было очень все грамотно, спланировано. Были пожарно-техническое вооружение наше использовано при этом самом. А вообще в ваши обязанности входит вот это вот, то, что вы делаете? Или... Да, конечно, у каждого пожарного есть свои непосредственные обязанности при... А вы кто? Я старший пожарный, сержант внутренний Синяков. А имя ваше? Алексей Александрович. Алексей Александрович.
А вот хотелось бы узнать, как вели себя, кого вы спасали? Они оценили ситуацию или были в панике или еще что-то? Были в панике, В панике? да. А как вы с ними тогда? Дети были маленькие, Ну сколько лет примерно? ну лет по 10, по 12 может. Где-то так. Как они потом объясняли, как они там оказались? Ну, играли, баловались и оказались посреди озера. И вот хотелось бы узнать, когда вы их спасали, какие были действия, чтобы их успокоить и так далее, и так далее. Ведь любое поведение паники, то Нет, тонет, это весьма серьезная вещь. Ну да, мы их вытащили и сразу передали в руки спасателя, а те уже сами. Прямо вытащили, а вот просто они взяли, вот, спасите нас. Ну там же было не по-другому немножко. Ну нет, ну как бы так было. А как успокаивали детей, они все-таки в воде были? Но они занесли в машину их спасателя. И все, ну и там мы уже были на улице, увезли на 03. Хотелось бы это... Вот на сегодняшний день уже лето, да, как бы награда нашла своих героев. И что вот городская дума сегодня чем наградила? Ну, мне хочется показать вот такая почетная грамота. Она нашла своих героев. Да, действительно, очень было тяжело найти. Это почему? Потому что, ну, ребята, вы сами видите, очень скромные. Они практически не афишировали этот вопрос. Но я еще раз повторяю о том, что любой героизм, любое отношение к человеку, оно должно быть человечным, в первую очередь. И это те люди, которые первыми оказали ту неоценимую помощь, которая есть. А мы все знаем прекрасно о том, что самое дорогое – это жизнь. Поэтому огромное им спасибо. И я думаю о том, что, в принципе, наш президент Путин отметит их всеми медалями. И хотелось бы, раз пользуясь случаем, все-таки сейчас как раз жара, лето, какую бы вы установку дали нашим горожанам, которые иной раз даже на воде надо вести себя, естественно, как положено. Вот хотел бы от вас услышать. Ну, во-первых, все знают, что у нас на территории города Якутска и городского округа Якутска и городского округа Жатай действует противопожарный режим. Не надо жечь мусор, сухостой, траву. Это, во-первых, очень много пожаров из-за этого происходит. На воде, конечно, все выезжают, употребляют горячительные напитки, но при этом надо знать меру и не лезть в воду. Особенно сейчас вода большая, течение очень сильное. Спасателей очень много работы, и поэтому будьте аккуратнее и поменьше к нам звоните, пожалуйста. А что вы пожелали детям, которые на воде? Вот сейчас, например. Все-таки вы их спасали, паника была большая. Ну, чтобы находились на спасательных жилетах, чтобы родители за ними наблюдали, чтобы был, в общем, контроль. И тем самым, я думаю, у нас не будет никаких жертв, погибших и утонувших. Вот наши герои.